Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На 30 мая в Сухуми назначен митинг оппозиции. Итоги брифинга в Ассоциации работников СМИ Абхазии. Прокуратура проводит проверку по восстановлению линии Ачквара. В администрации президента прошла встреча Союза политических партий и общественных организаций. Век абхазского права, столетие образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия отметили в Сухуми. 30 мая в Сухуми состоится митинг оппозиционных сил. 10 мая истек срок требования оппозиции к президенту Абхазии об отставке правительства. Дату проведения митинга в Ассоциации работников СМИ Абхазии в четверг объявили лидеры оппозиции. Подробности в нашем видеоотчете. Уважаемые сограждане, сегодня, 11 мая, истек срок, который отводился президенту страны на принятие решения об отставке Кабинета министров и началу процесса обсуждения выхода страны из политического и социального кризиса. Мы провели множество встреч и консультаций во всех регионах страны с большим количеством представителей нашего народа, общественных и политических деятелей. Был предложен разумный план выхода из сложившегося глубокого кризиса, который предполагал отказ власти от реализации законов и проектов, угрожающих национальной безопасности. Однако все инициативы нашего народа проигнорированы властью. Судя по всему, они уверены, что способны реализовать все свои задумки без учета интересов абхазского народа. Уважаемые сограждане, мы исчерпали все возможные диалоги с действующей властью, а их нацеленность на заселение страны, продажу стратегических активов, обнищанию населения за счет непомерных тарифов на электричество, полному фактическому уничтожению основных сфер жизнедеятельности государства, таких как здоровье нации, образование, национальная безопасность, не оставляет нам иного выбора, как призвать вас всех выйти на улицы, чтобы заставить действующую власть остановиться. Руководствуясь статьями 2 и 17 Конституции Республики Абхазия, также, понимая личную ответственность за будущее абхазского государства, мы объявляем о проведении народного митинга в городе Сухум 30 мая 2023 года. Я буду говорить от лица своей общественной организации. Мы тоже поддерживаем данное мероприятие и уверены в том, что, в принципе, это народный митинг, это не митинг определенного человека или определенной группы, только там оппозиции. Это то, что просят наши граждане. Мы проводили ряд встреч в разных районах, и в общении с людьми люди просили нам о том, чтобы по актуальным вопросам они были услышаны, и чтобы они могли сами влиять на ту ситуацию, которая сегодня происходит. Данную инициативу поддерживаем, конечно, и будем тоже делать все возможное, чтобы наши граждане пришли и были услышаны. Это не митинг оппозиции, это митинг всех несогласных с сегодняшней повесткой, которую реализует власть. Если коротко, это продажа энергетики, это угрозы заселения страны под видом продажи апартаментов. Это в том числе соглашение по исполнению судебных решений иностранного государства и много других вопросов, с которым народ Абхазии не согласен. И 30 мая у нас у всех, у граждан Абхазии, будет возможность, это единственный наш способ, как уже было сказано, повлиять на власть, показать свое несогласие, так как власть полностью отказывается от цивилизованного диалога и с обществом, и с оппозицией, выйти на этот митинг и показать, что у нас в стране много, которые не согласны с тем, что сегодня власть делает. Власть за 3 года практически полностью потеряла свою легитимность. И легитимность она потеряла не на ровном месте, а из-за того, что проводила повестку, которая противоречит интересам абхазского народа. Обращу внимание на то, что в течение целого года оппозиция к митингам не призывала и митинги не проводила. Мало того, сотрудничала с властью, была участниками рабочих государственных комиссий в разных направлениях. Результата, от которых мы не увидели. И во многом все обещания они были не выполнены. В главном же, в необходимых стране реформах нам тоже отказано. Говорят о том, что они не нужны, полагаю, что и вредны, поскольку во многом ограничивают власть в ее злоупотреблении. Вот на фоне фарса, обмана, продажи
суверенных активов страны в населении растет протест, который требует от оппозиции определенных действий. Помимо накладывает свой отпечаток на проведение митинга и то, что последние выборы в парламент прошли под колоссальным административным давлением власти. Даже на фоне созыва нового состава Общественной палаты, где решение носит рекомендательный характер, оппозиция практически в полном составе была выведена, исходя из того же самого административного ресурса. Исходя из чего у власти не осталось иной площадки с оппозицией, как только проведение митингов и сборов. Я по просьбе большой армии ветеранов, тех, кто прошел Отечественную войну народа Абхазии, таких немало, которые просто просят, что надо сделать для того, чтобы довести до нашего народа, многонационального, многоконфессионального народа, чтобы все-таки власть развернулась и повернулась к своему народу. Вот. Много здесь вот основные, здесь сказанные. Вот, и хотелось бы просто добавить еще одно, вот, о чем мы говорили до. Вот, не колокольчик зазвенел, уже колокол звенит. Вопрос о демографии. Сегодня в современной истории Абхазии, в нашей современной истории Абхазии, в марте месяце у нас смертность превысила рождаемость. Что делается для этого? И впервые, я не беру советское время, я говорю вот впервые. Это очень серьезно. Вот. Вместо того, чтобы вот решать вот эти основные проблемы и так далее, я не знаю, чем мы занимаемся. За 3 года нам действующее руководство сегодня нашей страны доказало и показало своей работой, что они за все это время, их политика не настроена на национальные интересы. Поэтому, исходя из всего этого, все насущные проблемы, я сейчас не буду о них говорить, все прекрасно о них мы знаем. Пришло время, когда нам надо прийти всем вместе. Многие говорят, что оппозиция лоббирует свои интересы. Это определенно не так. Это мнение нашего народа. Прийти всем вместе, обратиться к действующему руководству, задать вопросы. Мы должны это сделать, потому что может наступить то время, если сегодня мы это не сделаем, когда будут стараться вообще лишить полностью нам что-либо говорить и лишать нас своего мнения. Я прошу прийти всех на митинг, поддержать. Объявленная дата мирной акции протеста, подчеркиваю, мирной акции протеста, которая состоится в городе Сухум. Эта акция протеста, этот митинг, идея его проведения появилась на пустом месте. Были проведены встречи в районах. Мы общались с людьми разных категорий. Все, как один, говорят о том, что власть не слышит простой народ. Власть отошла от проекта Владислава и его соратников. Повестка, которую продвигает сегодняшняя власть, она направлена на удовлетворение интересов отдельных олигархов крупного капитала, которые никакого отношения к интересам простого абхазского гражданина не имеют. Все, что продвигается, закон об апартаментах, решения судов иностранных будут иметь силу в Абхазии и так далее. Все это направлено на одну цель – исключить абхазский народ из завтрашней повестки управления государством, сделать Абхазию местом для крупного капитала, олигархов, а наш многострадальный народ отодвинуть на второй и третий план. Мы это с вами уже проходили в истории. И это произошло при поддержке крупных держав извне. Но сегодня другая ситуация, уважаемые сограждане. Сегодня все это происходит
при попустительстве наших с вами властей. Это наши граждане являются агентами влияния этих крупных олигархов здесь. И у нас с вами есть возможность все это остановить. Мы обязаны, каждый гражданин, учитель, водитель такси, крестьянин, врач, кто бы где ни был, сказать свое слово. Те, кому не нравится то, что происходит, те, кто не согласен с тем, что происходит, мы все должны собраться вместе и сказать свое слово. Еще раз хочу сказать, что эта акция мирная. Мы имеем право проводить мирные акции. Я хочу предупредить власть. Мы уже слышим о том, что там готовятся какие-то провокационные действия. Мы не допустим провокаций. Мы имеем право мирно здесь, в нашей столице, сказать свое слово. И мы его скажем очень громко, чтобы власть нас услышала. Наша цель – остановить антинациональную повестку. У нас других целей нет. В четверг в администрации президента прошла встреча Союза политических партий и общественных организаций под председательством Рауля Лоулуа, где обсуждались основные запросы, выдвигаемые представителями ряда оппозиционных организаций к действующему руководству республики. Тезисы, выдвигаемые оппозицией, затрагивают экономику, социальную сферу, здравоохранение, обороноспособность страны, внешнюю политику, энергетику, иностранные инвестиции, открытость власти и прочее. По каждому пункту было проведено детальное и аргументированное обсуждение и зачитаны доклады членами Кабинета министров, которые переданы для дальнейшего освещения в СМИ. В мероприятии приняли участие представители администрации президента, члены Кабинета министров, руководители ведомств страны и представители различных политических партий и организаций Абхазии. В частности, исполняющий обязанности генерального прокурора Руслан Тарба рассказал, что прокуратура проводит проверку на предмет соответствия действующему законодательству мероприятий по восстановлению высоковольтной линии Ачкуара. Проводится проверка Генеральной прокуратуры по соответствию действующему законодательству Республики Абхазия мероприятий по восстановлению ВЛ-220 киловольт Ачкуара. Все помните, что было и поручение президента в короткие сроки рассмотреть эту проверку и так далее. Но такая проверка невозможно рассмотреть в короткие сроки. Мы столкнулись с тем, что там объем большой. Во-первых, сформированные документы и заключенные договора, они все проводились на территории Российской Федерации. Поэтому наши эксперты дать какое-то заключение по тем ценам, по конъюнктуре рынка, ценообразованию и так далее, и по договорам, где подписывали высшие должностные лица Российской Федерации, это невозможно. В связи с этим были направлены поручения международные, в том числе международное поручение в компетентные органы Российской Федерации по оказанию правовой помощи и необходимости поручить соответствующему экспертному учреждению проведение оценочного исследования, именно такой товароведческой экспертизы, чтобы определить, цены соответствовали рынку или нет. Потом были истребованы и получены очень много документов, также подписанные и нашими должностными лицами высокопоставленными, и российскими, и изучить, дать заключение по поводу подлинности. Тут надо отметить, что когда поручение касается именно высших должностных лиц, у них проводится своя проверка. То есть эти материалы направляются в ФСБ, МИД России, в администрацию президента. Направили эти материалы, и они ждут ответа. Получают, это тоже может затянуться месяц-два, получают ответ, направляют в другое ведомство. Получают, потом другое. И после этого Генеральная прокуратура эти материалы направляет уже, если согласованы, нет возражений и так далее, направляет уже в Следственный комитет. А Следственный комитет, в свою очередь, направляет именно в экспертное учреждение. То есть там, когда они внутри проводят проверку, они смотрят на предмет того,
поскольку это касается высших должностных лиц, затрагивает ли это интересы межгосударственные там, и так далее. То есть, поэтому это все быстро получить невозможно. И вот после получения именно исполненных международных поручений будет принято решение о эффективности и обоснованности приобретения материалов и оборудования согласно заявленным ценам. И будет дана правовая оценка. То есть на сегодняшний день это проверка в производстве. Но, несмотря на это, большой объем работы выполнен, много запросов и здесь, и Министерство экономики, и другие службы, ведомства. Много материалов получены, опрошено много лиц. К сожалению, много противоречий. И чтобы дать этому оценку, надо дождаться именно поручения. Что исполненные поручения дадут нам понять, где правда, где истина. Недавно, 28 апреля, Главное управление международного правового сотрудничества Генпрокуратуры России направлено письменное напоминание для получения актуальных сведений по исполнению данного запроса. Как-то пытаемся ускорить, но это не в наших силах и не в нашей компетенции. Для того, чтобы экспертное учреждение заранее подготовилось, потому что они официально это еще не получили. То есть они получат, когда все процедуры, эти материалы пройдут все разрешительные процедуры. Напрямую копии этих документов направили, чтобы люди, эксперты уже подготовились. Но они ждут. Пока ждут, они не получили. Пока такая ситуация. Также подробно, как о сегодняшнем брифинге оппозиционных сил, рассказать о совещании в администрации президента новостная служба База ТВ, к сожалению, не может в силу выборочного подхода пресс-службы главы государства к приглашению СМИ на это мероприятие. Столетию образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия посвящено торжественное собрание, которое состоялось 11 мая в Малом зале Кабинета министров Республики Абхазия. Слово Элеоноре Гилаян. Утверждению судебной власти в Республике Абхазия предшествовал длительный исторический период развития отечественной государственности. История абхазского суда берет свое начало с древних времен, когда народные традиции и обычаи служили законами. Современный отсчет начинается с 13 мая 1923 года. Именно в этот день положение о судоустройстве СССР Абхазии, утвержденное постановлением ЦИК СССР Абхазии, закрепило создание в республике единой двухзвенной системы судебных органов. Председатель Верховного суда Саида Будба в своем выступлении рассказала об истории судов общей юрисдикции Абхазии 100 лет назад и после победы в Отечественной войне 1993 года. 1 июня 1923 года был образован Высший суд СССР Абхазии, который в 1926 году был переименован в Верховный суд СССР Абхазии. В дальнейшем судебная система Абхазии формировалась в соответствии с принятыми конституциями 1925, 27, 35, 37 и 78 годов. В связи с прекращением существования СССР как государства, становлением законодательной базы Абхазии 25 января 1992 года был принят закон Абхазии о действии законов и иных законодательных актов на территории Абхазии в связи с прекращением существования СССР, в соответствии с которым вплоть до принятия соответствующих законодательных актов Абхазии на территории республики продолжали действовать законы и иные законодательные акты бывшего Союза СССР и Республики Грузия в части, не нарушающих суверенных прав и интересов Абхазии. 25 января 1992 года Верховным Советом Абхазии было принято постановление о признании Всеобщей декларации прав человека. В соответствии с ним законы и иные законодательные акты, вступающие в противоречие Всеобщей декларации прав человека, было принято считать не имеющими юридической силы и не подлежащими исполнению на территории Республики Абхазия. Поздравления от имени президента Абхазии Аслана Бжания зачитал вице-президент Бадра Гунба. В современном конституционном устройстве Республики Абхазия судебная власть является одной из важнейших основ государственности. Со дня своего образования суды общей юрисдикции Республики Абхазия осуществляют высокоэффективную деятельность
направленную на обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод гражданина, ставя во главу угла верховенство закона. Развитие государственности Республики Абхазия в наше время напрямую зависит от деятельности судов, как самостоятельной, независимой ветви власти. Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что столетие судов общей юрисдикции – знаменательное событие как для государства, так и для каждого гражданина в отдельности. Развитие судов общей юрисдикции Республики Абхазия неразрывно связано с происходящими историческими событиями, оказавшими большое влияние на общественно-политическую ситуацию в республике, ее институты, экономику, социальные отношения. На протяжении всей своей истории суды общей юрисдикции осуществляют деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, достижение верховенства закона, защиту прав и законных интересов каждого гражданина. От имени председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева поздравительный адрес зачитал его заместитель Сергей Рудаков. Также с поздравлениями выступил председатель Совета судей России Виктор Момытов и председатель Верховного суда Южной Осетии Виталий Джиоев. Сочетая традиции юридической науки и новые правовые подходы, Верховный суд Республики Абхазия обеспечивает реализацию фундаментальных принципов правосудия, повышение правовой культуры, эффективную судебную защиту прав и законных интересов граждан и организаций. Конструктивное и плодотворное взаимодействие между судебными системами наших государств, основанное на общепризнанных принципах и нормах международного права, будет укрепляться и в дальнейшем. Между Республикой Абхазия и Россией сложились прочные связи исторические. Наши страны строят свои отношения, основываясь на принципах взаимного суверенитета, уважения, территориальной целостности. Эти отношения всегда были и остаются дружественными, развиваются в духе добрососедства и стратегического партнерства. Когда я прибыл на территорию вашего государства, а я был здесь давно, очень давно, когда с родителями 50 лет назад отдыхал здесь, я понял, что есть вещи, которые не изменились совершенно. Это ваше добродушие, это ваше гостеприимство, это ваше чудесное море, чудесная природа, и всегда себя чувствуешь частью вашего дружного сообщества. Сегодня Верховный суд Республики Абхазия – это централизованная система органов и учреждений, выполняющих важнейшие государственные задачи по укреплению единого правового пространства страны и соблюдению законности и правопорядка. Ветеран судебной системы, судья в отставке Леонтий Абгаджава вспомнил свой опыт работы и пожелал молодым коллегам сохранять лучшие традиции. 81-84 года нас было всего 9 человек вместе с председателем, включая и председателя. Все мы проходили по 40 дней в повышении квалификации при Министерстве юстиции СССР. Сегодня эта традиция, насколько мне известно, ручная, продолжается. Наши молодые судьи, проходят там соответствующие квалификации, чего мы желаем. Я желаю вам все продолжать в таком же духе. Указом президента звание заслуженного юриста Абхазии было присвоено Марине Ануа, Лидии Трещевой, Белле Хасае, Георгию Акаба. Приказом Саиды Будба юбилейные медали «100 лет судам общей юрисдикции Республики Абхазия за содействие и укрепление в сотрудничестве Верховных судов Абхазии и России, Абхазии и Южной Осетии были вручены гостям мероприятия. Звания почетных судей получили Ада Тасландзе, Заур Аджинджел, Роман Кварча, Тимур Тарба, Эрулан Сангулия. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ. Ранее состоялась встреча председателя Верховного суда Республики Абхазия с членами иностранных делегаций. Саида Будба встретилась с коллегами из Южной Осетии Виталием Джиоевым, председателем Верховного суда, и Альбертом Гегалаевым, судьей. Делегация Российской Федерации представлена заместителем председателя Верховного суда Сергеем Рудаковым и председателем Совета судей России Виктором Молотовым. Коллеги обменялись приветствиями, подарками. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба встретился с делегацией Верховного суда России.
Лаша Шуба поприветствовал гостей. Отрадно, что сегодня к нам приехали такие именитые люди. Мы рады, что наши суды тесно сотрудничают, отметил спикер. Сергей Рудаков ответил на приветствие. Это второй день пребывания в вашей прекрасной республике. У вас живут действительно замечательные люди. Судебная система к данному моменту уже сформирована. Сформированный судейский корпус, который будет решать все поставленные задачи. Мы поздравляем наших коллег с такой знаменательной датой, первыми 100 годами. Проблемам развития абхазского языка посвящалась пресс-конференция, которая состоялась в четверг на площадке Арсмира с участием Юрия Квицини, Александра Чамагу и Шамиля Адзенба. Подробности в ближайших эфирах Абаза ТВ. В Абхазском государственном университете прошло мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед началом мероприятия студенты возложили цветы у камня, на месте которого будет установлен памятник защитникам Родины. Студенты военной кафедры АГУ под музыку оркестра прошли строевым шагом перед участниками мероприятия. Ребята прочли стихи и исполнили песни военных лет. Мероприятие было организовано под руководством проректора по молодежной политике Медеи Чеги совместно с военной кафедры АГУ при участии Министерства обороны Республики. Я поздравляю вас с этим великим праздником, который принесли нам великие люди, великие победители. И мы сегодня, находящиеся здесь, являемся потомками великих победителей, наследниками победы. Сегодня, в этот большой праздник, потомки великих победителей строевым шагом прошли по всем государствам Советского Союза, а те люди, которые уже ушли в бессмертие, строем прошли в строю бессмертного полка. Поздравляю вас с этим праздником. Дорогие преподаватели, дорогие наши помощники из Министерства обороны, дай Бог, чтобы вот так под мирным небом мы еще долгие-долгие годы вспоминали то, что было 78 лет назад. Но вот я считаю, шаг праздников, который будет 30 сентября, День Победы нашей, локальной. Вот к этому празднику вы еще лучше подготовитесь. Успехов, здоровья, хорошей учебы, хорошего настроения и всегда, чтобы говорили мы, обсных организаций. Расширенные видеоматериалы отдела информации и медиакоммуникации АГУ смотрите в выходные в нашем эфире. Старший преподаватель кафедры русского языка Абхазского государственного университета, кандидат педагогических наук Роза Саакян выступила с докладом на 23-й международной научно-практической конференции «Русское культурное пространство», проходившей в Институте русского языка и культуры Московского государственного университета имени Ломоносова. Тема доклада – дидактические возможности использования технологий виртуальной картинной галереи в работе по развитию русской речи учащихся школ Абхазии. В работе конференции приняли участие более 150 исследователей и преподавателей из России, а также специалисты из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Китая, Сербии, Италии, Марокко и Кореи. 11 мая на базе школы номер 4 имени Гулия прошла профориентационная встреча учащихся 9-11 классов с представителями Сочинского института Российского университета дружбы народов, сообщает Управление образования администрации города Сухум. Во встрече приняли участие начальник управления образования Астанда Таркил, а также представители университета. Представители РУДН познакомили учащихся школ с особенностями Сочинского института, рассказали о факультетах, направлениях подготовки, особенностях приема документов, ознакомили с информацией о наборе на 2023-2024 учебный год. В конце встречи представители института ответили на вопросы учащихся и провели отдельные консультации.
Фотографии сухумского автора Эльзы Чанба опубликованы в известном нью-йоркском журнале Coral Avenue. Это издание с передовым контентом в области искусства, фитнеса, развлечений, моды и красоты. В самом журнале 12 фотографий от Эльзы Чанба, а также по одной на обложке и последней странице. Заявки портфолио, которые публикуются в выпуске Coral Avenue, принимаются сначала на рекламный щит Нью-Йорка и в эксклюзивное издание Newsstand Print Edition. Как отметила сама Эльза Чанба в интервью нашей редакции, очень важный момент, что издание дало мне возможность зарегистрировать свое портфолио именно под брендом Эльза Чанба, фотограф из Сухума, под русской транскрипцией кириллицей на фоне всех остальных, прописанных латиницей. Я зарегистрирована как фотограф, специализирующийся на фотографиях, связанных с искусством. Вот так мы с нашими девочками из Абхазии и попали в Нью-Йорк. 31 мая драмтеатр Южной Осетии покажет спектакль «Черная бурка» в Абхазском театре. Показ состоится в рамках Дней культуры Южной Осетии в Абхазии. Начало спектакля в 18:00, вход свободный. Премьера спектакля по одноименной пьесе драматурга Георгия Хугаева состоялась в Цхинвале 4 мая. Артисты Госдрамтеатра имени Коста Хитагурова примерили на себя образы зверей. Интересно, смогут ли зрители узнать зашифрованные в них типажи людей и широкий спектр их чувств от любви до предательства. Задаются вопросом организаторы Дней культуры Южной Осетии, режиссер Казбек Джилиев. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 12 мая в Абхазии ожидается облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью 10-15, днем 16-21. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.